Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко, и вот о чем поговорим в этом выпуске. Власти Якутии планируют выделить площадку под олово-рудные проекты. Егор Борисов обсудил этот вопрос с руководством макрорегиона. Предварительно проект одобрен. Финансово-экономическому институту СВФУ исполнилось 25 лет. Сегодня там встретились педагоги и выпускники разных годов. Как отметили праздник и какие планы на будущее у института? Желают многие, но не всем удается попасть. В Ленске работает театральная студия, руководит которой талантливый педагог. И благодаря ей ленчане приобретают навыки актерского мастерства. В Якутии вчера произошло массовое убийство. В селе Болгунитах Хангаловского района погибли 5 человек, а убийца после содеянного покончил жизнь самоубийством. Среди погибших один ребенок, ученик 3-го класса. В Хангаловском районе объявлен 3-дневный траур. По словам представителя администрации района, похороны 5 убитых предположительно пройдут в воскресенье. Все они будут похоронены в селе, а вот нападавшего увезут и будут хоронить за пределами района, так как он не местный. Также в администрации отметили, что решается вопрос оказания помощи семьям погибшим. С выжившей же девочкой сейчас работает психолог. К другим темам. Комитет охраны природы Мирнинского района проверит сообщение о загрязнении водного объекта. 24 мая по мессенджеру WhatsApp распространилась информация о загрязнении реки Далдын в городе Удачный. Цитата: «Сегодня мы поедем на место и проведем проверку и мониторинговые работы. Дело в том, что там находится комплексная очистительная система предприятия тепловодоснабжения города Удачного. Бывает, что отстойники наполняются, сбрасывается очищенная вода, при этом для очищения используется ил, и он тоже может попасть в водоем. Не все об этом знают и могут сказать, что это загрязнение», сообщил руководитель комитета Николай Алексеев. Уведомлять налоговую инспекцию о выбранном земельном участке для налогового вычета россияне будут по утвержденной специальной форме. Но в этом году пока возможно и произвольное, главное направить уведомление до 1 июля. Получать вычеты по земельному налогу россияне начнут в этом году впервые. Право на вычет имеют пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и другие льготные категории граждан. Земельный налог не будет взиматься, если площадь участка не более 600 квадратных метров. Власти Якутии планируют выделить площадку под олово-рудные проекты. Об этом прямиком с Петербургского форума агентству РИА Новости сообщил руководитель региона Егор Борисов. Цитата: «Возможно, это будет сделано в рамках территории опережающего развития Южная Якутия. Идея поддержана полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и Минвостокразвитием в целом. Сейчас вопрос на стадии проекта. В Якутии расположено более 50 месторождений оловянных руд, однако не все они сейчас разрабатываются. Также напомним, что сегодня начинается 2-й день работы форума. В первом же дне участники обсудили пенсионную систему, уровень госдолга, бюджетные расходы. Отмечают, что 2-й день обещает быть не менее насыщенным. А в Якутии тем временем начался ремонт участка автодороги А-360 Лена, а именно с 638 до 647 километра в обход города Алдан. Об этом сообщили в управлении автомобильной магистрали Невер-Якутск. В ходе работ на 9-километровом отрезке будет установлено асфальтно-бетонное покрытие, приведены в нормативное состояние обочины, выделен ремонт водопропускных труб, установлены сигнальные столбики и 163 дорожных знака, а также нанесена дорожная разметка. Согласно госконтракту, ремонт планируют завершить в конце октября 2018-го. На весь период производства работ введена временная схема дорожного движения. На технологических захватах транспортные потоки будут двигаться в реверсивном режиме. А что касается водного транспорта, то паромная переправа по маршруту Якутск-Нижний Бестяк официально открыта с сегодняшнего дня. За перевозку пассажиров будет отвечать 10 судов. Также с этого дня открыта навигация для маломерных судов в 9 районах республики. А именно в Амгинском, Чурапчинском, Татинском, Ленском, Алёкпинском, Алданском, Усть-Майском, Мирнинском и Сунтарском районах.
Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета отмечает свой 25-летний юбилей. Состоялась торжественная встреча преподавателей с выпускниками разных лет. За этот период институт подготовил 2500 специалистов. Сегодня в институте обучают по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Студенты активно изучают иностранные языки, регулярно проходят стажировку за границей по стипендиальным обменным программам. В этом году институт готов принять на очное обучение по 20 студентов по направлениям финансы и кредит, банковское дело, менеджмент, управление персоналом и экономика труда. Современная экономика значительно отличается с той экономикой, которая даже была 25 лет тому назад. Сейчас больше будет упор делаться на развитие цифровой экономики, на новые финансовые, банковские технологии. Естественно, все это приведет к большим изменениям структуры института и подготовке специалистов. Уже 3 года в Ленске в Центре дополнительного образования работает театральная студия. Руководит ей талантливый педагог Светлана Чуйка. Стать воспитанником студии и получить навыки актерского мастерства желают многие, но не всем удается попасть в группу. Тему продолжит Светлана Балеева. В составе театральной студии сегодня более 30 детей. В основном это ученики с 4 по 9 класс. Но есть и совсем маленькая звездочка Арина Рыбкина. Посещает студию девочка всего год, но ей уже посчастливилось получить роль в одной из постановок. Роль я играла Божью коровку, и там в танце, где Маша пела. Там просто надо было летать, жизнь Божьей коровки, там болото. А вот Марию Постову Светлана Петровна называет Пушкиным в юбке. Девочка на ходу сочиняет авторские сюжеты для постановок. Маша прекрасно держится на сцене и признается, что несмотря на то, что разучивание роли – это сложный и долгий процесс, ей он приносит огромное удовольствие. А сложности, девочка говорит, были только в начале. И еще не понимал всех тонкостей, и было более замкнуто. Сейчас же легче высказывать свои мысли, сейчас легче играть, уже не боишься публики, когда играешь в спектакле, и привыкаешь уже потихоньку ко всему этому. Здесь дети занимаются не только авторским мастерством, но и хореографией, вокалом, пластикой, речью, сценическим движением. Младшие обязательно рисуют. У нас есть три стадии. То есть ребенок приходит с ярким желанием. Потом наступает вторая стадия, когда ребенок ничего не хочет, полностью идет отрицание. И третья стадия – это когда ребенок уже осмысленно понимает, что это его. То есть здесь можно только любить душой и сердцем, по-другому не дано. В копилке студии уже 3 постановки. Первой стал небольшой спектакль «Небесный тихоход». Через год поставлена перета «Бабий бунт». И премьерой прошлого года стали «Сказки Фелиции», в основе которого лежало произведение Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Если мы, допустим, в репертуар вводим спектакль, мы его обдумываем, я рисую эскизы, это очень долгая работа, то есть это обязательно продумываем сценографию, чтобы она была гармоничная. И на это уходит почти 8 месяцев рутинной работы, но зато потом результат у детей и у родителей радость в глазах. Все постановки прошли на ура, зрители остались довольны. Теперь с нетерпением ждут новых премьер, которые Светлана с ребятами уже готовят к показу. Новое направление – мюзикл. Его в плане показать зрителю уже в этом году. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ночь с пятницы на субботу для алданцев обещает стать волшебной. В библиотеке имени Некрасова пройдут захватывающие приключения и невероятные чудеса. Библионочь – праздник, любимый и детьми, и взрослыми. В этом году он пройдет в рамках объявленного в Алданском районе Года дружбы народов. Какие сюрпризы библиотека готовит гостям, выясняла Татьяна Вахнина. Всего несколько часов осталось до наступления самой волшебной ночи в году. Ночи, в которую оживают герои любимых книг, совершаются путешествия в историю и происходят знакомства с поэтами и писателями. Традиционно в последнюю пятницу весны в стенах Алданской библиотеки имени Некрасова проходит библионочь. Читальные залы, книгохранилища, холлы и методические кабинеты преобразились. Библиотека к приему гостей готова. Сотрудники наносят последние штрихи. Ну да, подготовка к библионочи идет полным ходом. В этом году мы уже 6-й раз присоединились к этой всероссийской акции по поддержке чтения. Ночь сказок, приключений, чудес и фантастики год от года собирает десятки книголюбов. Самым маленьким гостям не исполнилось и годика, старшим за 80. На литературном фестивале весело и интересно всем. И для многих библионочь давно стала семейным праздником.
у нас будут квесты, которые очень любимы молодежью. Возможно, мы устроим и дискотеку для наших молодых. Все будет решаться уже в последний момент и по заявочкам наших алданцев, потому что многие приходят, спрашивают и свои пожелания говорят. Викторины праздника чтения становятся все более популярными среди алданцев всех возрастов. Библионочь в году всего одна, и она неповторима. Игры, квесты, посещение мастерских, представления. Майской ночью гостей библиотеки ожидает немало сюрпризов. Все секреты мы сразу говорить не будем. Мы приглашаем алданцев, чтобы пришли, посмотрели своими глазами, сами увидели. В этом году Библионочь станет особенной. Она заиграет многоцветием национального колорита. В Алданском районе 2018 объявлен годом дружбы народов. И в этом ключе пройдет литературный праздник. Почетными гостями библиотеки станут национальные общины. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. А в Нерюнгринском районе, так же, как и по всей России, прозвенел последний звонок для выпускников школ. Торжественная линейка, классный час и неподдельные эмоции школьников, собравшихся во взрослую жизнь. Побывали там и наши коллеги. Последний звонок. Память об этом дне сохранится на всю жизнь. В украшенном разноцветными шарами зале школы номер 2 последний звонок начался с торжественного прослушивания гимна Российской Федерации. И продолжилось прощальным, но веселым выступлением выпускников. Каждому педагогу были посвящены стихи, сыграна юмористическая сценка и показана презентация. Ребята в классе очень дружные, трудолюбивые, целеустремленные. Впереди у них волнительная пора экзаменов, испытаний и первых успехов. Большинство сценок было посвящено предстоящему ЕГЭ. Это главное испытание для школьников, к которому ребята готовятся днями и ночами. Но на последнем звонке они постарались доказать, что способны успешно преодолеть этот рубеж. Я являюсь родителем выпускника своего. Впереди для нас это очень значимый день сегодня. Впереди еще очень важный момент – это сдача экзаменов. Конечно, мы волнуемся перед экзаменами, ведь у нас впереди еще так много. Но и также мы понимаем то, что учителя, как и родители, волнуются за нас, надеются на наш высокий балл в ЕГЭ. В жизни каждого школьника последний звонок играет огромную роль. Именно он становится проводником во взрослую осмысленную жизнь без школы. В этом году 9 классов в нашей школе заканчивают 48 обучающихся, а среднее общее образование получат 37 выпускников. Это 22-й выпуск нашей школы. Можно сказать, супер выпуск. Приглашенные гости с речью выступили перед выпускниками, пожелав им удачи и успехов, а школе процветания. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. А к этому часу у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.